Я Александр Румянцев и подкаст «Научный микрофон». Сегодня мы поговорим о витаминах и в частности о витамине D и его влиянии на нашу жизнь. Со мной мой новый гость Николай Николаевич Григорьев. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Дельта, вот наша клиника Дельта в основном занимается улучшением организма человека, излечением заболеваний на основании, скажем, холистического подхода. Холистический подход – это тот подход, который человека лечим не симптомом, а человека лечим именно как целое. Холис – это с греческого слова целое. То есть мы не должны лечить человека, мы должны лечить клетку. Мы должны смотреть в клетке, чего не хватает, каких микроэлементов, макроэлементов, витаминов, гормонов. И тем самым мы улучшаем жизнедеятельность клетки. И только тогда, вот, если в клетке функциональной единицы всего живого будет достаточно всех необходимых веществ, то и клетка будет хорошо работать. А если клетка будет хорошо работать, то и человек будет себя чувствовать энергично, нормально, без болезней. Занимаемся наукой, наша клиника. Основная деятельность направлена у нас на витамин D. Вот дельта – это четвертая буква греческого алфавита D. Дельта. Вот исходя из этого мы и назвали. Почему именно витамин D? Да, просто потому что у нас в Якутии имеется повальный дефицит этого самого главного, важного витамина, даже которые в последнее время говорят, это не витамин, а гормон. Ну, по ходу дела я вам объясню, почему сейчас такой подход. Вот этот витамин у нас в Республике Саха-Якутия очень, скажем, у населения не хватает, поэтому область наших действий, научных изысканий именно смотрим по этому направлению, какой дефицит у населения имеется, какие именно заболевания к каким заболеваниям приводит. У меня тема научной диссертации медико-социальная эффективность мер профилактики дефицита витамина D среди работоспособного населения в условиях Крайнего Севера. Вот такое сложное название. Смотрим мы уровень витамина D у всех, у многих, по всей Якутии смотрим. Какими анализами я тоже расскажу по ходу нашего интервью. Вот область нашей, скажем, научной деятельности такова. И доктора наши тоже не только по витамину D, а связанные с витамином D изменения, потому что дефицит витамина D влияет на очень многие, скажем, обменные процессы, в том числе и на выработку стероидных гормонов, стероидные гормоны надпочечников, стероидные гормоны семенников, половых желез. И вот эти все половые, скажем, гормоны зависят от уровня витамина D. Сейчас, в настоящее время, очень много в нынешнем обществе имеется нарушение репродуктивных функций. А вот эта репродуктивная функция очень связана с дефицитом витамина D и с дефицитом витамина D, связанным гормональными нарушениями. У нас уже имеется большой научный материал по витамину D. Единственный в своем роде Республика Саха-Якутия, потому что, как мы знаем, особо и кроме нас и витамином D у населения целенаправленно никакая эта медицинская организация не занимается. Вот такая у нас научная деятельность. А как вообще проявляется дефицит витамина D у населения, как это выяснить, что люди, может быть, и не знают, что для этого они должны сделать? В общем, дефицит витамина D в человеческом обществе последние десятилетия этот вопрос очень остро стоит. Не зря Всемирная организация здравоохранения
это назвала пандемией 21 века. Этот дефицит не только у нас, у жителей Севера, но и тех же южных регионов, по всему миру. Это в первую очередь является, скажем, проявлением нарушения, скажем, климата, нарушением атмосферных слоях, в атмосфере. Почему? Потому что витамин D образуется под кожей человека, D3, холикальциферол, только под влиянием прямых солнечных лучей класса B, ультрафиолетовых лучей. Загрязненность атмосферы последние года, вследствие большого, мирового, развития, промышленности, все это привело к тому, что большая задымленность, нарушения большие идут. Поэтому тот солнечный свет, который получали наши с вами, Александр, дедушки и бабушки, в корне отличается от того солнечного света, который мы получаем сейчас, за счет нарушения климатического характера. И вот поэтому выработка витамина D по всему миру нарушена. А у нас в условиях севера, в условиях Республики Саха-Якутия, солнечные месяцы это примерно 3 месяца. Июнь, июль, август. Даже половина августа. Солнце начинает уже в марте светить. В марте пускай светит, но понимаете ли, в том, что чтобы вырабатывался витамин D под естественными солнечными лучами, вот это человек 70% тела должен быть открытым. В марте месяце, март, апрель, май, мы так не можем загорать. Но если так чересчур загорать, то можно и, ожоги и вообще термические вещи всякие получить. Очень многие это говорят, что солнечное излучение, излишнее солнечное излучение приводит даже к раку кожи. Да, вот корейцы, например, они наоборот там от солнца они спасаются, они и зонтики, и различные SPF крема разные. Да. Вот они вообще не загорают, то есть это такое, как отношение, как будто к нищим, бедным людям, то есть богатые, здоровые люди, они под солнцем вообще не ходят. Такая тенденция пошла последние только 15-20 лет у них в Корее, Южной Корее, в Китае. У них-то там еще и медицина-то не чита нашей. Но все равно уровень дефицита витамина D там тоже страшнейший, понимаете? То есть у них там все плохо, что ли? Тоже по этому витамину D, и сопутствующих от него заболеваний очень много. Почему это? Чем проявляется? Первый вопрос. До этого дойдем. Сказали, есть опасность того, что излучение приводит к нарушениям кожи. Да, правильно, есть такие опасности. Но надо знать, когда загорать. Когда загорать? Лучи класса B достигает поверхности Земли утреннее и вечернее время. То есть это наиболее опасное время? Нет, наиболее, можно принимать витамин D. Это как можно измерить? Человек стоит под солнцем, сзади него солнце светит. От человека падает тень. И тень, падающая от человека, должен быть выше его роста. Например, у меня 1,70 м. Да? Я специально, в городе Якутске сделал такие исследования утром. С 5 утра, июня месяца, 21 июня, апогей солнечной высоты у нас где-то. С 5 утра до 10:30 измерений сделал. И тень, падающая от меня, в 10:30 стала уже с меня ростом, 1,70 м. Это все измерял, записывал. Если тень, падающая от меня, стала с меня ростом, это уже солнце высоко поднялось. Да? Ага. Это уже опасное солнце. От него можно получить и ожоги, и разного рода нарушения. А до этого именно витамин D вырабатывается только в то время, когда у тебя выше. То есть в утренние часы. И утренние часы, и вечерние часы. Самая активная выработка витамина D проходит утром. Понимаете? Поэтому днем надо спрятаться от солнца. Как сиеста там у не зря сиесту делают. Не зря эти крема пользоваться. Но есть еще очень многие факторы для нормальной естественной выработки витамина D под лучами солнца. Во-первых, например, человек с темной кожей, у них слабо вырабатывается витамин D.
Он должен 4 раза больше пробыть под лучами солнца, чем человек с белой кожей. Вот бывали же такие картинки. Ребенок в Африке очень большим животом, рахитичными вот этими искривленными ногами. Казалось бы, Африка, солнце вот так, солнце вот стоит, да? А у человека рахит образовался. Почему? Так вот. Не доедает голодная Африка. А солнце же доедает. Нас так учили, что в Африке негры голодают. Нас так учили, да, вот негры бедные голодают, американцы империалисты их вот угнетают. А на самом-то деле вот это африканских негров, Египет, вот это, у них дефицит витамина D очень большой. Почему? Во-первых, у них темная кожа. И у них традиционно вот эти балахоны одежды, понимаете? Они под солнцем не кажутся. Так они, может, это быстрее перегреваются? Ну и возможно. Но например... А так еще вот, например, в балахоны, я сейчас так подумал, вот в наших, ну, в Средней Азии, там тоже все там как в шубах летом ходят. Ну, я утрированно говорю, то есть такие плотные халаты, там чай еще горячий пьют, казалось бы, надо. Но чтобы образовался витамин D, надо, чтобы не мешало ничего. Ни одежда, ни SPF, Sun Protection, крема вот эти. Sun Protection Factor, SPF крема. Вот они не должны мешать. Прямые солнечные лучи должны быть. Утреннее время, вечернее время. А как долго это должно продолжаться? Есть такое понятие, как эритематозная доза. Эритематозная доза, это вот покраснение пошло. Так вот уже как бы все. Это вот покраснение, одна эритематозная доза, где-то примерно 10 тысяч единиц витамина D равняется. Ну, не знаю, у меня как покраснение кожи, потом она слезает как вместе с витамином, наверное. Не. Если у тебя, Александр, слезает кожа, это называется, скажем, непереносимость солнечного света. Да? Это уже ожог. Ожог. А почему у тебя ожог получается? У тебя выраженный дефицит витамина D. Вот после этих, если, скажем, съемок мы давайте сдадим анализ на витамин D. И мы увидим, клином вышибает, что ли? Давай-ка мы его поджарим, чтобы он завитаминизировался с корочкой такой. У человека, если непереносимость солнечных лучей, то у него выраженный дефицит витамина D. Вот я этому не верю этому, да? Оказывается, вот чего не хватает, тот и вот это страдает. Человек с большим нехватком полиненасыщенных жирных кислот, омега-3 кислот, такой человек рыбу не может кушать. У него и аллергия, у него и отвращение от рыбы. А человек с анемией, вот если у человека выраженная железодефицитная анемия, он типа мясо, что ли, он вообще мясо не кушает. Вот не посмотрите детей, вот, которые с анемией, они мясо совершенно не кушают. Не знаю, у меня жена мучается с анемией, периодически там пытается есть, мясо есть, в том числе, там, допустим, сырую, там, жиробятину. Мясо ежедневно должно быть в рационе. Ежедневно, сейчас как бы есть возможность, но там постоянно мясо есть тоже как-то, не то. В смысле, надоедает, ты не можешь каждый день там, есть мясо, ты просто устанешь. Хотя до этого даже дожил. Вроде раньше так думал, каждый день бы я мясо ел бы, а сейчас, когда есть такая возможность, уже наедаешься как будто бы. Мы генетически, якуты, сахалар, эвейны, туматы, наша генетика, то, что мясо кушать. Наши необходимые все вещества, тот же витамин D, мы очень достаточно, тоже железо, магний, селен, мы можем взять от мяса. Мы недавно, в прошлый выпуск разговаривал с нутрициологом и обсуждали как раз кухню якутов, до того, до современного, скажем, этапа, да, и в принципе говорили о том, что наши предки, они не так часто ели мясо, а более такую растительную пищу потребляли. Да, конечно, вот говорят же сейчас такая присказка есть, якут траву не ест. Это это как шутка. Да, это шутка. Это дурацкая шутка просто. Якуты очень много травы кушали. Да, и поэтому тоже они выжили, допустим, во Вторую мировую, и сейчас там те в зоне СВО, там они тоже могут там питаться. То есть, когда знаешь, что там в лесу можно поживиться, не обязательно же там, в смысле, возможность есть там поохотиться. То есть, и какие-то коренья, травы там вот. Да, конечно, это обязательно дополнение к столу, обязательно такое должно быть, и как источник всех макроэлементов. Но вот смотрите,
Вот опять же возвращаясь про витамин D. Казалось бы, якуты, мы, Сахалар, Эвенки, Эвены, Юкегери, Туматы, давным-давно живем здесь, веками здесь живет, в регионе, да, в нашем регионе, где имеется очень ограниченные солнечные месяцы, у нас дефицит солнечной инсоляции, да? Казалось бы, давным-давно мы должны были умереть от всяких снижения иммунитета, нарушения гормонального баланса, но мы выжили. Раньше никто вот до революционного времени дотации, ну, дополнительный прием витамина D не делал. Ну, конечно, тогда и люди мало жили, да, 40-45. Ну да, то есть да. мы уже тут покойнички. Да, 40-45 уже человек глубокий старец, можно было сказать, да. Но природа всегда тенгри, ну, Всевышний. Небо знает. Он всегда знает это, он всегда хорошо распределяет. Вот на смену вот этим бессолнечным 8 месяцам, в которых солнца нет, переходит наша арктическая лето, когда круглосуточно солнце светит, понимаете? Ну, какой-то период, да. Да, вот с конца мая до середины августа, вот, за Полярье, солнце круглосуточно светит. А то, что все растет под солнцем, все, что двигается под солнцем, все, что плавает под солнцем, может накопить в себе витамин D3, понимаете, холикальциферол. И вот поэтому наши предки, кушая вот эти обогащенные вот этим постоянным солнцем свежую еду, мясо, рыба, всякие травы, они вот этими дотациями делали. То, что сейчас говорят, ну, витамин D можно получить седой говорят. Но наш век рафинированных продуктов, наш век генетически модифицированных продуктов, консервации. И вот то, что мясо привозит с Аргентины, вот рыбу откуда-то, я не знаю, с Финляндии или с Норвегии. Вот за вот этот период логистики все необходимые вещества сгорели, скажем, устарели, выдохлись, испарились. Понимаете? Поэтому, чтобы вот эти дотации через еду была, мы Сахалар, Эвенки, Эвены, Юкегери должны местные все кушать. Понимаете? Так у нас на всех местного-то не хватает, поэтому мясо привозят. Ну вот поэтому надо стараться. Вот человек, который ответственен за свое здоровье, он должен какие-то мероприятия создать. Хочешь жить, умей вертеться, да? Вот именно что. Вот это. Человек должен, я думаю, охотиться там, где-то лошадей своих. Вот, через Ну да, нам в городе только сейчас. Ну, вот как, родственники же есть, наверное? Ну не у всех есть родственники. Вот, например, в Чурапчинском Улусе есть такая услуга. Ты им платишь, они тебе вот этого же ребенка выделяют, они же и смотрят, ты им просто платишь то, что А зарплата. потом говорят, ой, извини, ребенка съели волки, ни денег, ни мяса, ни же ребенка, нифига. Форс-мажорные обстоятельства. Да, очень часто так Да, бывает. бывает такое. Ну, как-то вот это отношение перевести на юридическую плоскость, ну, через договор, через это, ну, думаю, что это... Ну, как вариант, да, возможно. Это вариант. Надо тоже, ну, изыскивать возможности. Факт в том, что человек должен кушать свое родное. Это не только для того, чтобы, скажем, улучшалась промышленность Якутии, но для собственного здоровья. Ну это да, ну, как только, наверное, богатые люди могут себе позволить в наше время. Есть натуральные продукты, обогащенные витаминами. А допустим, Собо? Карась? Да. Вот карась. Кобейский карасик. Не обязательно карась. Просто Пусть такая будет быть чекамай. Ну, есть же такая возможность. Собо везде продается, и не такая же она и дорогая. Она местная, она выловленная в зимнее время, пойманная и сразу шоковой заморозки она лежит. Очень тоже вот классный источник всех микроэлементов, фосфора, кальция, тоже витамина D, он же... Казалось бы, простой карась, а такой жирный, Конечно, омега-3. Вот Республика Саха-Якутия во время войны 41-45 годах якуты выжили только из-за того, что они вот этим неводом в осеннее время, а в весеннее время, вот с этого времени начинает, вот февраль же месяц. Монха. Нет, куюр. А. Вот эти сачок продевают и продевают. И вот
куюрда, вот такой вот это есть метод рыбалки. Вот это и выжили. Мунду, то есть гальян, собо. Пускай не обязательно вот такой кабяйский, не обязательно вот такой там. То есть неважно откуда, лишь бы карась был. Карась был, что это источник омега-3, витамина D, фосфора, кальция, так что я думаю, не обязательно богатые люди могут кушать. Если вот такой вопрос вы задали, Александр, как это проявляется дефицит витамина D? Ну да, вот, то есть как человеку, вот, простому обывателю, там, не знаю, понять вообще, что мне не хватает. Для этого очень легко. Вот завтра выйди, когда на работу едешь, в автобус садись и езжай. Всех смотри. У кого есть ожирение, это у всех дефицит, повальный дефицит витамина D. Витамин D является самым главным липолитическим, то есть жиросжигающим витамином. Он даже и не витамин, а гормон считается. Да? Почему так считается? Витамин – это источник где-то есть в другом месте. Он поступил в организм и, скажем, свое действие делает. Да? Он начинает распадаться. Да, все есть. А гормоны – это те вещества, которые вырабатываются своим же организмом и имеют клетки мишени, рецепторы к этому. То есть витамин D образовался под кожей, и рецепторы к витамину D имеют все клетки организма. То есть это все характерологические особенности гормона. Именно гормоны, которые вырабатываются эндокринных органов, они, скажем, место выработки – это человеческий организм, тело человека. А если вот не свои гормоны, а те, которые извне приходят? Ну, это все равно же, вот это биоидентичные же делают. А вот если вот мы пока имеем в виду не лечение гормонами, а именно то, что считается гормонами. Считается гормоном то, что человек, он вырабатывается в человеческом теле самом же и, скажем, имеет рецепторы везде в организме человека. То есть свою же точку приложения имеет. Вот это и есть гормон. Никакой витамин такое действие не имеет. Никакой витамин. Кроме витамина D. Поэтому в последнее время ученые считают, что это не витамин D, а гормон D. Но чтобы он стал гормоном D, он должен пройти этапы, скажем, активации. Вот то, что мы принимаем витамин D, D3, поликальциферол, это еще не гормон. То, что мы получаем под лучами солнца, это еще не гормон. Он образовался в коже человека, попал в кровь, русло крови, должен попасть в печень. В печеночных клетках происходит, скажем, химическая реакция гидроксилирования, то есть первая активация. Вот в результате этого гидроксилирования происходит первый метаболит витамина D. Вот этот с печеночных, он еще не активен. Отсюда, с печеночных клеток, он должен током крови попасть в почки. И в почках должен пройти второй этап гидроксилирования, и он превращается в кальцидиол. Это уже активный гормон. А что для этого надо-то? То есть, если вот я таблетку эту съел, а он как бы, чтобы активизировался, да? Когда задонатить, чтобы активироваться? Чтобы он активизировался, в первую очередь надо принимать адекватные дозировки. То, что вот это написано же бывает, принимайте там по одной капле один раз в день. В условиях Республики Саха-Якутия это не работает, потому что у нас потребность витамина D очень большая. У нас расход, это расходный материал, расход очень большой. Поэтому мы должны именно давать адекватные дозировки. Адекватную дозировку можно давать только на основании анализа. Человек сдает анализы, по этим анализам мы смотрим, какой уровень витамина D, и его индивидуальная дозировка выводим. Он должен принимать, должен правильно принимать, он должен принимать с едой. Почему? Потому что вот этот витамин, он жирорастворимый витамин. То есть для его активации, эмульгации должен быть желчь. Печень должна хорошо работать. И желчный пузырь, соответственно. И желчный пузырь хорошо должен концентрировать желчь. Если человек в результате каких-то, скажем, возможно, возлияний алкогольных, имеет какой-нибудь
цирроз печени, либо неалкогольная цирроз печени, либо за счет ожирения имеет ожирение печени, жировой гепатоз называется. Когда человек жиреет, в первую очередь начинает жиреть не лицо, не живот, не задница, а именно в первую очередь начинает жиреть печень. И вот эта жирная печень, она не может активировать вот этот витамин D. Это уже плохо. Значит, у этого человека всасываемость витамина D, активация его нарушена. Почки должны хорошо работать. Если у человека хроническая почечная недостаточность или какие-нибудь нарушения почечного, скажем, почек, тоже активация плохо происходит. И вот поэтому, чтобы хорошо восполнить вот самый главный витамин, который активно у нас не хватает в Республике Саха, должно пойти вот не просто так от балды принимать, а на научной основе. Надо найти врачей, которые прошли специальное обучение по этому поводу, по витамину D, которые имеют гормональные представления, ну и представление о гормональном строении человека. Вот только тогда можно стопроцентно нормально восстановить. Надо держать этот уровень и стараться, вот, скажем, всегда получать донацию. Вот В смысле, постоянно принимать витамин D. Обязательно, потому что он расходный материал. Не надо такое, что я вот курсом пропил там, все ну, как обычно стало. там, да. Ну, То есть, это таблетки попил, там все, да. там сколько назначили, дальше, ну ладно, и так сойдет. Да. Так, ну мы тут говорили про витамин D, про то, что это гормон, возможно, как считают ученые, типа как открылась новая у него функция. Раньше этого, может быть, не замечали. И сейчас продолжим разговор про тестостерон. Про гормоны. Гормоны в целом и тестостерон в частности. Тестостерон, говорят, самый главный гормон мужчин, говорят. Но он не только мужской гормон, но он и женский гормон. Это раньше, когда развитие эндокринной науки не такое же было, они говорили, тестостерон сугубо мужской гормон, эстроген сугубо женский гормон, ничего подобного. Они есть и у женщин, и у мужчин. Как инь и янь. Вот именно, что инь-янь это вот глубокое философское вот это. У мужчины есть и женские гормоны, и у женщин есть и мужские гормоны. Тестостерон самый главный гормон, скажем, развития человека. Самые главные. Да, социальных амбиций, сексуальных амбиций, все это связано с гормоном тестостерон. Целеустремленность, мотивированность, амбициозность, скажем, уверенность в себе, идти к своей цели, это все гормон тестостерон. Понимаете, без этого гормона человек не превращается. Обычно тестостерон бывает в очень высоком состоянии, это, скажем, от 20 до 30 лет. И вот вспомните, все вот какие развития человека, вот, учеба, там, женитьба, там, какие-нибудь это открытия, все, вот то, что вперед, вот этот период от 20 до 35, 30-35, вот активность, когда гормона тестостерон. А вот когда он начинает падать, человек подумает, человека потом. Ну зачем мне это такое? Уже амбиций мало, целеустремленности мало, там, вот эти изменения происходят. Так что тестостерон это самый главный гормон, скажем, пассионариев, даже можно сказать. Пассионарство, бунтарство духа именно поддерживается от тестостерона. Но там постоянно-то нельзя быть пассионарием. Конечно, и на волне. Да. Но все равно вот это именно вперед, что-нибудь новое, что-нибудь хорошее, любознательность, это тестостерон. А вот смотрите, как же связан тестостерон, выработка тестостерона с витамином D? Оказывается, как выяснили ученые, напрямую связано. Очень даже напрямую. Без витамина D тестостерона не будет. Есть такое понятие, как стероидогенез, то есть выработка стероидных гормонов, поэтапная выработка. Чтобы вот этот тестостерон образовался в яичках у мужчин, яичниках у женщин, должен холестерин связаться с витамином D. Вот всегда ругали же холестерин плохой. Ничего подобного. Холестерин самый главный материал для выработки стероидных гормонов.
и надпочечниковых, и яичниковых. Да? Холестерин связан с витамином D, из него вырабатывается гормон под названием прегнинолон. Это гормон надпочечника. Это мать и отец и тестостерона, и эстрогена, прогестерона. Если где-нибудь произошел сбой, например, не хватает того же витамина D, холестерина не с кем связываться, будет холестерин в большом количестве болтаться в крови, у человека уровень прегнинолона низкий, если прегнинолон низкий, то, следовательно, будет низким и тестостерон, эстроген, прогестерон. Тестостерон, помимо этого, почему я сказал, посмотрите в автобусе, сколько толстых людей. Тестостерон, как и витамин D, является из гормонов самым главным липолитическим гормоном, то есть жиросжигающим гормоном. Тестостерон, вот на взгляд можно посмотреть, вот если хватает для человека тестостерона или не хватает, каким образом? Надо посмотреть объем талии. Животик. Ну, потом мы... Я понял, чей огород камень. Мы потом сдадим анализ, и Потом я тебя на анализ отправлю. Я потом все объясню. Сдам на анализ. Все объясню. Если не хватает тестостерона, то сразу начинается абдоминальный тип ожирения. Если объем талии выше 93 сантиметров у мужчин, он коррелируется, прямо коррелируется с низким уровнем тестостерона. Это вот научно доказано. Посмотрел 93 и выше, все, у человека нехватка тестостерона. Среди нас, сейчас вот среди нашей нации вот, нашего атнеса Сахаларга у якутов, очень много толстых людей становится сейчас. Слишком много. Потому что мало двигаются. Не только из-за этого. Ожирение невозможно ни наесть, ни належать. Понимаете? Ожирение всегда это гормональный дисбаланс. Люди же есть, которые вот годами ничего не двигается. Жрут все попадя, с утра до вечера, ночью. Но у них не горят. Ожирения нет, все перегорает. Почему? Это природа их подарила хорошими рецепторами к витамину D, хорошими рецепторами к тестостерону. Рецепторы. Что такое гормон, что такое рецептор? Вот скажем, это розетка, это рецептор. Вилка – это гормон. Они должны вот совпадать очень хорошо. Как Пазл вилка, должен сложиться. Да? Бывает такое, что розетка – это рецептор. Он теряет чувствительность к этому вилке, гормону. Пазл не слаживается. И у этих людей все вот эти нарушения происходят. А если у человека даже хоть низкий уровень того же тестостерона, того же витамина D, но у него пазл хорошо слаживается, все у него перегорает. Вот этих людей, которые вот женщины называют ведьмами, жрут. Жрут и не толстеют. У них пазл, это природа, тенгри им такое подарил. Понимаете? Что такие генетика у них хорошая. А у тех людей, которые, ну, например, я тоже был очень толстым человеком, у меня пазл не сложился. Я дожил до 105 килограммов, понимаете? И вот когда поехал на учебу в кафедру эндокринологии РУДН, мне вот это завкафедрой профессор мой, учительница Калинченко Светлана Юрьевна сказала: хоть ты забегайся, Коля, я занимаюсь бегом, я хочу вот это по штанге, ты это не сожгешь, говоришь. Ты сожгешь там 10-15 килограммов, остановишься, опять наберешь. Так у меня сколько раз такое было. Понимаете? А вот когда вот этот гормональный пазл сложился, тестостерон, витамин D, все железо, все это, за полгода вот 25-30 килограммов жира сгорело, и я вот с тех пор вот этот пазл все время ремонтирую. Понимаете, все время надо держать витамин D в достаточно хорошем количестве, тестостерон, чтобы хорошо вырабатывался, вот условия для этого надо создавать. И вот тогда у человека никогда не будет ожирения. Так что ожирение никоим образом не наесть, не напить, не належать. Вот смотрите, вот что я хотел, мысль моя оборвался. Якутов сейчас толстых очень много стало. Почему? Вот в моем детстве, в 70-х годах прошлого века, да, я в 70-х годах родился. В моей деревне, где я родился и жил, где-то в деревне было 700-800, наверное, жителей. Не было ни одного толстого человека.
Мы толстых людей смотрели только в телевизоре. Серьезно В говорю? зоопарке. Ну, по типу этого. Толстых людей я вот помню с телевизора действия Вячеслава Невинного, Моргунова. Ну, известный актер. Да, известных актеров. А когда вот я в Нюрбинском районе родился, а когда вот приезжали в Нюрбу, в Нюрбе славян много было. Там вертолетный порт, там Амакинская экспедиция. У славян ожирение с тех пор давно есть. Ну, тип питания у них, наверное, такой. Тип, скажем, генетики такой. И мы, если увидали вот этого человека с ожирением, мы так за ним вот так ходили, смотрели. Как шакалы ходят за жертвой и ждут, когда она там откинется. Смотри, елки-палки, он же может, говорили друг другу, вот, переговаривались. Он же может человека сожрать. А может, он уже съел, проглотил. А сейчас каждый третий саха с таким вот этим нарушением. Почему? Потому что в обществе очень большое, скажем, идет снижение уровня тестостерона. Это не только от образа жизни, не только от образа питания. В первую очередь зависит от образа, от уровня витамина D. Раньше сахалар, якуты много работали на улице. Жизнь у нас такая была. Ну да, часто. Мы вот там и сидим тут, сидим, не знаю, дома, между домом, в машине сидим. До работы доехать в машину. Под прямыми лучами солнца сахалар очень мало сейчас ходит. Офисная работа у всех. И скажем, городских жителей. Тип питания, как я рассказал ранее, очень изменился. Да. Кушаем вот эти консервированные, там откуда какой витамин. Собственную еду, к сожалению, кушаем мало, думаем, что только богатые люди. А тот же того, тот же мунду. Понимаете, вот поэтому у нас уровень витамина D очень низкий, значит выработка тестостерона у населения очень низкая. И население с каждым годом становится, и плюс углеводное питание слишком большое. Мы, якуты, сахалар, эвенки, там, юкагери, томаты, мы не можем переварить углеводы. Вот, например, есть же говорят, нельзя якутам, эвенам, юкагерам, томатам пить алкоголь. Так же? Нельзя, говорят, потому что в их организме не вырабатывается фермент под названием алкоголь-дегидрогеназа. То есть фермент, который расщепляет алкоголь. Поэтому в нерасщепленном виде поступает алкоголь в кровь, в центральную нервную систему, очень быстрое отравление вот этими алкогольными продуктами распада алкоголя. И вот поэтому очень быстро дуреют, поэтому много, скажем, преступлений делается, все, неадекватно становится. Вот поэтому нельзя, говорят. Вот, у нас не вырабатывается алкоголь-дегидрогеназа. Точно так же у нас не вырабатывается в достаточной мере те ферменты, которые расщепляют углеводы. Углеводный тип питания когда начал образовываться у якутского этноса? Примерно 70-х годов только. Вот довоенные годы. Мясо, разные травы. Мука, конечно, была. Но мука, если... Привозная, наверное. Привозная, конечно, была. Но качество муки в то время было другое. И самые вот эти перемалывали. А это называется, если по-нынешнему, сильнозерновой хлеб был, понимаете? Да. Цельнозерновой, да. Ага. То есть сейчас модно же. Сами же сеяли, сами же это, поэтому ограничено было. Примерно где-то жизнь начала улучшаться СССР где-то 60-х годов, так скажем, республика, Якутская АССР. Начали много хлеба привозить, много белого хлеба. Уже 70-е годы углеводов было вполне достаточно много. Хлеб белый обязательно достаточное количество, там макароны, рис. Вот эти было. 80-е годы точно так же прошли. А вот 90-е это вообще углеводная истерия пошла. Почему? Ничего больше кушать. Люди кушали только макароны. Хлеб с маслом. Хлеб, макароны. Картошка. На трансжирах жареные. Понимаете? Ага. А сейчас, вот нулевых, там, этих в 10-х годах и нынешнее время идет углеводная истерия.
Очень же много таких. Я вот за своим племянником ходил вот в школу, вот, лет там 3-4 назад. Вообще удивлялся. Дети все такие круглые, все такие толстые. Вот в классе, вот который его класс выходил, вот там пару детей было только вот это, достаточно вот, ну, похожих на нас действий. А остальное все кругляшки, пухуляшки. Да. А это очень опасно. Опасно именно чем? Потому что у них вот в скором времени, 12-13 лет, начнется половое развитие. Половое развитие, яичники, у девочек яичко, у мальчиков начнут развиваться, но если будет избыток жира, то она задавливает это. Поэтому толстый мальчик, девочка до 12-13 лет и рискует остаться толстым всю свою жизнь, потому что выработка тестостерона, эстрогена, прогестерона с детства будет задавлена жировой ткани именно гормоном лептином. А он же также витамин D дефицит будет продолжаться. Ну вот, результат, нация начинает толстеть. Раньше, помните, смеялись над Америкой. Вот американцы толстые, американцы толстые. Да, уже давно пошло, наверное, уже перещеголяла Америку, Россия. Ну, знаете, как надо сделать? Я думаю, надо, во-первых, как я сказал, правильно питаться. Стараться питаться богатой витамином D пищей. Богатой витамином D пищей я могу рекомендовать только то, что у нас растет и в Якутии, там выросла в Якутии, жила в Якутии, плавала в Якутии, там летала в Якутии. Ну, питание. Это раз. Стараться надо получать достаточное солнечные ванны в летнее время. Не надо спать до 6, до 7, до 8. Надо просыпаться летом в 5 утра. Надо пойти раздеться, скажем, в спортивных трусах, пойти на пробежку, пойти на шаг. Вот, в общем, быть активным во дворе, там, на улице, в спортивных площадках. И этим самым за 2 часа, каждый день по 2 часа, по час загара, такое именно класса Б, ультрафиолетовые лучи класса Б, можно очень хорошо заполнить свой запас. Мы после летних месяцев смотрим уровень витамина D, вот, которые иной раз приезжают жители сельских местностей, которые летом сенокосили, рыбачили, охотились. Очень хороший уровень, я вам скажу. Уровень 25 гидроксиды, который мы по крови смотрим, очень хороший бывает. Это раз, это два. А в-третьих, чтобы хорошо восполнить уровень витамина D, чтобы не было дефицита, ну вот ты сам сказал, надо пойти к врачу. Врач, который прошел специальное обучение по этому теме. Потому что очень многие, к сожалению, медики путаются, потому что есть очень много мифов про витамин D. Про мифы витамин D отдельно еще скажу, поэтому надо идти к врачу. Если даже не ходя к врачу, можно сдать анализ на витамин D. Анализ на витамин D 25 гидроксиды, это который метаболит, который образовался в печени, вот это мы смотрим, который прошел первое оксидирование, первый этап гидроксилирования. И вот по нему можно судить, достаточно ли витамина D, недостаточно. Обязательно надо к этому сдавать вместе парагормон. Паратиреоидный гормон – это гормон околощитовидных желез. Вот этим парагормоном можно тоже увидеть, достаточно ли витамина D. Бывает только что, смотрим 25 гидроксиды, у человека там 100, 120 даже бывает. Но этого человека не хватает все равно, если парагормон высокий. Вот парагормон будет расти из-за низкого содержания витамина D. Вот этим можно смотреть. Парагормон высокий, значит обеспеченность витамином D низкая. Ну и вот эти анализы, по этим анализам надо восполнять дефицит витамина D именно добавками. Добавок великое множество, надо подобрать. В виде укола есть, в виде там капсул есть, в виде капель есть. Доктор рассчитает, какой человеку нужен уровень, какая дозировка. После 3-4 месяцев приема, в среднем 3 месяца приема, надо пересдать анализ крови и посмотреть, до каких чисел поднялся. Если он адекватно поднялся, уже перейти на
профилактические дозы и каждый раз принимать это. Несмотря на зиму, на лето. Если ты летом сидишь весь день дома, какая разница, что лето, что зима. Вот поэтому постоянно надо принимать. И на основании этого приема вот человек принимает, но все равно не должен на этом успокаиваться. Я вот когда-то лечился, у меня очень хороший витамин D. Хотя бы раз в год надо сдавать. Это не такой же, в последнее время не такой же дорогой анализ. Это раньше, когда вот одна известная вот эта лаборатория здесь делала, ну, монополистом была, она вот очень большую стоимость витамина D установила. Но другие лаборатории развиваются, растут, конкуренция. Поэтому стоимость на витамин D, на анализ витамина D намного снизилась сейчас. Он сейчас намного даже ниже, чем в прошлом году, позапрошлом году. Есть лаборатория Citylab, которые вот московская лаборатория недавно открыли, здесь московские наши коллеги. 1200, например. А раньше вот другие лаборатории по 4800, 4500 давали. Поэтому 1200, я думаю, любой бюджет нынешнего работающего человека выдержит. Так что надо сдавать. Вот я говорил про мифы, связанные с витамином D. Мифов великое множество. И вот эти мифы и слухи, они, скажем, нормально не дают витаминизироваться населению. Говорят, можно вот так под окном сидеть там и загорать, и получать витамин D. Не получится, это миф, потому что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи. Следовательно, бесполезно. Вот так-то. Говорят то, что витамин D не всасывается в организм без витамина К, говорят. Но это в основном, скажем, слухи вот эти, пущенные спортивными вот этими продавцами спортивных магазинов. Да, спортпитание. Угу. Им-то надо продавать этот витамин. Дефицита витамина К в организме не бывает. Это не калий, не кальций, это другой совершенно. Витамин К называется. Ага. Некоторые даже и не слышали. Угу. Этого витамина К и в хлебе много, и там всех зеленях, всех, везде. В крупах, рис, там, гречка, их великое множество. Дефицит витамина К очень хорошо, скажем, заметен. Как он заметен? При дефиците витамина К человек отовсюду кровит. Ударился где-нибудь, маленький порез, маленькая царапина, кровь идет и идет. Этот дефицит витамина К повышенной кровоточивостью сопровождается. И почему тогда, если дефицит, скажем, дефицита нету, почему обязательно вот витамином D принимать? Это тоже из области вот мифов. Еще есть мифы такие, то что достаточно вот это по одной капле в день принимать, ну вот продаются же вот эти. И будет, скажем, не будет дефицита, ничего подобного. У нас в Якутии в условиях севера потребность очень высокая, большая. Одна капля равняется от тех витаминов D, которые продаются в аптеках, одна капля равняется 500 единицам, 500 единиц. А у нас в Якутии профилактическая доза витамина D от 5 до 8 до 10 тысяч единиц. Понимаете? 500 единиц и там 5000 единиц. Разница есть, очень большая разница. Поэтому это тоже, скажем, миф. И таких мифов великое множество. Все не будем перечислять, чтобы не путать. Да. Ну, подведя итоги, надо, конечно, витаминизироваться всем нам, как уже мы тут озвучили. В первую очередь менять образ жизни, переходить на здоровую еду, желательно местного производства, и принимать витамины по возможности. Ну и чтобы получить какой-то такой более явный эффект в длительной перспективе, нужно обратиться к специалистам.